Уже через 5 лет каждый 5-й житель страны должен стать постоянным добровольцем. Такую цель поставило правительство страны. Как ее достичь? Вот в чем вопрос. С направлениями традиционными, социальные, событийное, образовательное и медицинское волонтерство в Коми все в порядке. Ряды таких помощников пополняются регулярно. Но чтобы армия выросла в разы, а задача именно такова, назрели нововведения. Например, стимулировать граждан и морально, и материально. Во-первых, это конкурс для добровольцев, доброволец Республики Коми, доброволец России, в котором у нас принимают уже участие. Это личная книжка добровольца. Кроме того, вузы у нас реализуют такую программу, как дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении за наличие личной книжки волонтера. Кроме того, классный опыт есть у города Воркута. У них существует золотая карта волонтера. Добровольцы, отработав некоторое время, получают карту, которая потом позволяет им получать какие-то привилегии. Еще один способ пополнить ряды добровольцев – развивать новые направления. Речь, например, о международной деятельности, когда к работе на территории республики привлекают волонтеров из-за рубежа. Пока в регионе действует только один такой проект – это лагерь «Сердце тайги» в национальном парке Юга-2. Иностранцы на протяжении нескольких дней сплавляются по рекам, очищают территорию от мусора и обустраивают тропы. Очень запомнилась русская природа, так как я сам живу в большом городе, там очень много народа. Мне нужно было уединение и для встречи с новыми людьми. Именно здесь природа Республики Коми запомнилась мне больше всего. И еще хочу сказать, что мне очень нравятся русские девушки. Еще одно перспективное направление – работа с так называемым корпоративным сектором, то есть добровольными объединениями на предприятиях. Пока достоверно известно об одном таком – в Воркуте. Немного примеров и инклюзивного волонтерства. Это когда люди, справившиеся с трудностями самостоятельно, теперь помогают другим нуждающимся. К такому добровольчеству, пожалуй, можно отнести проект «Сытый гражданин». Его инициатор Илья Костин. Прикованный к инвалидному креслу, он регулярно вместе с помощниками организует обеды для бездомных, помогает им восстановить документы и добиться социальных выплат. Смотришь на эти результаты и вдохновляют они сами по себе, сами же эти люди. Вот кому без исключения мы сделали, у всех жизнь сегодня изменилась. 3 человека уже трудоустроены на работу, 4 человека получат пенсию, и им не нужно будет уже скитаться, искать милость, чтобы им подали там на корку хлеба. То есть мы сегодня программу минимум им выполняем, все остальное зависит только от них. Не оставит без внимания и семейное волонтерство. Это когда к добрым делам будут привлекать целые ячейки общества. Добровольцем можно стать уже в 8 лет и заниматься этим, пока хватает сил. Волонтерство как образ жизни. Именно этого нужно добиться уже к 2024 году. Светлана Некрасова, Алексей Паршуков, телеканал Юрган.